Здравствуйте, коллеги! Мы начинаем второй день работы нашего онлайн-семинара по составительской работе. И первая тема, которую я представлю, главный библиограф Клещенко Светлана Ивановна. Тема моего выступления – вспомогательные указатели к библиографическому пособию и методика их составления. Итак, коллеги, мы начинаем. Вспомогательные указатели создаются к пособию с той целью, чтобы пользователь мог быстро и легко сориентироваться в пособии. Назначение вспомогательных указателей – предоставление пользователю возможности обозреть отраженный документопоток в ином разрезе, чем это обеспечено структурой пособия, с отсылками к соответствующим библиографическим записям. Требования к вспомогательным указателям и к методике их составления изложены в специальном ГОСТе 778/99 издания «Вспомогательные указатели». Согласно ГОСТа, вспомогательный указатель – это упорядоченный по алфавиту или какому-либо другому признаку перечень личных имен, предметов, географических названий, событий, публикаций, цитат, аббревиатур, символов и других информационных объектов с указанием их местонахождения на страницах издания. Каждый вспомогательный указатель состоит из рубрик, ссылок к номерам библиографических записей в тексте пособия и, может быть, дополнительных ссылок. Итак, рубрика – это основной элемент указателя, который состоит из заголовка, а в необходимых случаях из подзаголовок дополнительных, за которыми следует адресная ссылка или ссылка к другой рубрике. Заголовок рубрики – это слово или символ, которые выбираются из текста или образованные на основе его содержания, ориентированные на алфавитное или какое-либо другое расположение, позволяющее идентифицировать этот фрагмент текста при поиске. К заголовку, соответственно, если большое количество записей, можно делать подзаголовок рубрики. Также слово или символ, при помощи которых осуществляется группировка ссылок в сложных рубриках. Далее включена и адресная ссылка. Это порядковый номер записи, страницы, тома, выпуска, сериального издания, части параграфа, других обозначений фрагментов текста. Могут также использоваться и перекрестные ссылки, которые выражаются словами «смотри», «смотри также» и тому подобное. Это записи в указателе, которые отсылают от одного заголовка или подзаголовка к другому, альтернативному или добавочному. Основные требования, которые предъявляются к вспомогательным указателям, следующие. Вспомогательный указатель должен отражать весь материал текста указателя, но в ином разрезе. Собирать и выявлять информацию, представленную в разных частях и разделах библиографического указателя. Поэтому расположение материала в вспомогательных указателях должно быть отличным от принципа расположения основного текста. Выбор вспомогательных указателей зависит от целевого читательского назначения пособия, его тематики, структуры, объема и содержания отраженных в нем документов. Формулировки рубрик должны быть выбраны с большой научной терминологической точностью в соответствии с понятиями, принятыми в данной отрасли знания. Средние цифры объема вспомогательного указателя могут колебаться от 5 до 25% от общего объема библиографического указателя. При скоплении большого количества номеров библиографических записей под одним заголовком рубрики целесообразнее выделять дополнительные подрубрики.
Для облегчения работы со вспомогательными указателями необходимо каждому из них составлять краткий пояснительный текст при вступлении, который будет включать информацию о его содержании, правилах пользования, принципе отсылок к тексту, принятых условных сокращениях. Так, какие же виды вспомогательных указателей выделяются? По содержанию готовятся следующие виды. Это единые комбинированные указатели, которые представляют в алфавитном ряду самые разные виды указателей. Это и имена, и названия произведений, и географические объекты. В общем, все вместе собрано в едином указателе. Ну, конечно, удобнее составлять разные виды указателей, лучше отдельно. Именные указатели, указатели заглавий документов или первых строк произведений и цитат, географические указатели, указатели наименований коллективов, предприятий, учреждений, предметные указатели, указатели формул, символов, таблиц, схем и других обозначений. По структуре можно выделить простые или глухие, обычные традиционные указатели, развернутые или аналитические, аннотированные. По группировке рубрик алфавитные указатели, представляющие рубрики в алфавитной последовательности, хронологические указатели, содержащие перечни событий в хронологической последовательности, нумерационные указатели, содержащие перечни объектов в их числовой последовательности, и систематические, содержащие рубрики в иерархическом порядке. Чаще всего используется алфавитная группировка. Итак, мы сейчас с вами рассмотрим указатели наиболее распространенные, которые чаще всего готовятся составителями. Самым традиционным распространенным указателем, который готовится практически ко всем библиографическим указателям, это именной. В именном в качестве объектов заголовок рубрик выделяются имена. В него включаются фамилии авторов, составителей, редакторов и других лиц, художников, фотографов, интервьюеров, принимавших участие в создании отраженных в пособии документов. В авторский указатель включаются имена вне зависимости от того, в какой части библиографического описания они находятся. В начале, в конце, в середине, либо имена, упоминаемые в аннотациях. Имена лиц обычно представлены фамилией и инициалами, либо одними инициалами в сокращенной форме, либо личными именами. Ну, давайте рассмотрим, к примеру, виды указателей. Так, вот по структуре. Обычный традиционный именной указатель, так называемый глухой, в котором представлены фамилии авторов, фамилии других лиц, кратко указаны инициалы и, соответственно, ссылка к библиографической записи. Ну, это наиболее часто подготавливаемый вид именного указателя. Также бывают и развернутые именные указатели, которые уже раскрывают инициалы авторов. Здесь также указываются годы жизни автора, указывается вид деятельности. Вот в данном примере вы видите, значит, заголовки, в которые выделены фамилии, и кроме того еще подзаголовки сделаны в тематическом порядке, которые расположены в алфавите. Иногда готовят, но это в наиболее крупных литературоведческих, исторических изданиях, готовят аннотированные указатели имен, которые очень подробно, более подробно раскрывают информацию о лице, о персоне. Здесь и раскрываются инициалы, полностью указывается вид деятельности, работа, да, например, отрасль, где человек работал. Ну, такие показатели,
как я повторяю, задаются к более объемным изданиям. Они выступают в качестве комментария к книге. Так, при составлении указателей следует обратить внимание на определенные особенности, которых нужно, значит, не упустить из вида. Значит, очень часто встречаются авторы-однофамильцы с одинаковыми инициалами. При этом, конечно же, необходимо выяснить, уточнить и раскрыть инициалы в алфавитном ряду. Если мы не уточним инициалы, то можем мы ошибочно приписать какую-то работу другому автору. Поэтому, чтобы не было таких ошибок, нужно обязательно уточнить инициалы. То есть оформить авторские рубрики мы можем вот в таком варианте. Если мы уточнили инициалы, то мы раскрываем. Можем полностью написать имя, можем, значит, в урезанной форме. Но сразу видно, что это два разных лица. Если у нас нет возможности раскрыть инициалы, установить, то мы можем указать род деятельности человека, профессию. Да? Например, в распространенных фамилиях Попов Н. Писатель-драматург, Попов Н. Журналист-корреспондент и Попов Н. Композитор. То есть мы прописали род деятельности, мы сразу же видим, что это разные люди. Так, дальше. Если лицо носит двойную фамилию, то приводится следующим образом. Ссылка на номер дается только в одном варианте употребления фамилии. То есть, например, вот Кюри Складовская, да, мы даем отсылку по первому варианту фамилии. А переставив фамилию, то есть от Складовской, мы уже даем отсылку «Смотри, Кюри Складовская». То есть вся информация, все записи номеров будут отражаться именно по первому варианту. Аналогично с псевдонимами. Псевдонимы включаются также в один ряд именного указателя, если они есть в библиографических записях. И, конечно же, от псевдонима идет отсылка к фамилии автора. То есть, например, Жуголь, смотри, Попов, Н.П. И вся информация, все произведения Попова, Н.П. будут объединяться именно к нему, все номера записей. Так, далее. Поскольку в именном указателе фамилии авторов стоят в одном ряду с фамилиями лиц, принимавших другое участие в издании, ссылка на номера источников содержит пояснение, в качестве кого выступает то или иное лицо. Обычно авторские номера остаются без пояснений, просто цифрами, а другой род деятельности человека указывается в круглых скобках перед номером. Таким образом. Если одно лицо выступает в качестве автора одного рода деятельности, то, значит, эти номера отделяются запятой. Если в другая деятельность, то уже следующая отделяется точкой запятой. Таким образом располагаются номера под одной фамилией. Чаще всего также, значит, в именном указателе, кроме авторских лиц, указываются еще и лица по признаку персоналии. То есть, если о них идет речь, то для того, чтобы выделить персону, мы указываем этот номер в круглых скобках. Сразу же видно, что это информация о человеке. Иногда, значит, в едином алфавитном ряду даются и авторы, и персоны. Иногда
составители готовят отдельно именной указатель авторов и отдельно указатель персоналей. Так. Далее. Следующий указатель, который готовится также часто, это указатели заглавий произведений. Если заглавий произведений под заглавием, количество произведений невелико, то можно в следующем варианте его представить. То есть объединить алфавитный указатель имен и документов, описанных под заглавием, в единый алфавитный ряд. Ну, как вы видите, здесь представлены и названия произведений, описанных под заглавием, и имена авторов и персоналей в едином алфавитном ряду. Если же пособие охватывает значительное количество документов, описанных под заглавием, то целесообразнее составить отдельный указатель заглавий. Причем он может быть, указатель заглавий выделяется, например, отдельных документов, заглавий тематических сборников, заглавий каких-то трудов определенных, заглавий первых строк стихотворений, указатель заглавий художественных произведений составляется часто в персональных указателях. Вот, к примеру, перед вами указатель заглавий художественных произведений Надежды Мирошниченко. Как вы видите, конечно же, вначале дается пояснение, и дальше в едином алфавитном ряду представлены и названия стихов, которые даны под заглавием, и стихов, которые публиковались по первой строке стихотворения, и все варианты публикаций взаимосвязаны перекрестными ссылками. То есть, если есть у стихотворения заглавие, то оно было опубликовано по первой строке, то от первой строки, которая идет в алфавитном ряду, мы даем отсылку именно к заголовку этого стихотворения. То есть, если стихотворение без заглавия, то мы указываем номера библиографических записей именно к первой строчке, как оно было опубликовано. Если же оно имеет заглавие, то от первой строки мы даем ссылку «Смотри» соответствующее заглавие стихотворения. И все номера будут собраны именно в той рубрике. Таким образом составляется указатель заглавий. Следующий вид указателя – это географический указатель. Географический указатель широко практикуется в страноведческих и краеведческих пособиях. В нем отражаются наименования всех физико-географических и административно-территориальных объектов, упомянутые в описаниях и аннотациях районов, городов, поселков, сел, рек, парков и других объектов. Рубрики географического указателя целесообразно сопровождать родовыми характеристиками. Что это такое? Поселок, село, деревня, река. Эти пояснения даются в краткой форме, в сокращенной форме после заглавия объекта. Указывается также район, к которому относится, например, какой-то небольшой населенный пункт. Район можно указывать в круглых скобках, можно указывать через запятую, просто прописывать. В географическом указателе используется система отсылок от старых наименований объектов, населенных пунктов, например, к новым. Если они используются, и то другое название, то в едином алфавитном ряду мы даем оба наименования, и старое, и новое. И от каждого наименования даем перекрестную ссылку. То есть смотри также другое название, то и другой. Если такой вариант, что полное наименование населенного пункта, например, Большая Пысса, а кто-то будет искать это
населенный пункт по сокращенному названию ПИСа, то мы оба этих наименования даем в едином ряду, но к слову ПИСа к заголовку ПИСа мы не даем ссылку на номер, а все ссылки у нас будут под главным заголовком «Большая ПИСа». Таким образом. Так, ну теперь посмотрим примеры географических указателей. Вот, например, указатели географических названий. Как вы видите, здесь название объекта, далее пояснение, что это такое: город, река, полуостров. И прописано не в круглых скобках, а таким образом: город на Балканском полуострове, полуостров в Греции. Так, далее следующий пример указателя географического вот в таком виде. Основные рубрики даны в алфавитном порядке, и кроме того даются еще подрубрики по темам. Темы тоже представлены в алфавите. Далее. Еще один вид указателя, который готовится, это указатель предприятий, который отражает все учреждения, организации, предприятия, коллективы, выступающие в качестве объекта библиографической информации, а также может включать и коллективы, которые принимали участие в подготовке и выпуске изданий, включенных в пособие. Иногда составители готовят отдельно указатель предприятий и учреждений и указатель издающих организаций. Ну, к примеру указателя. Вот пример. Так. Он может быть построен по образцу именного указателя, то есть в качестве рубрик выступает собственное наименование предприятий с отсылкой к номеру библиографической записи. И еще один вариант – это по примеру предметного указателя. В данном случае наименования предприятия объединяются под типовыми рубриками, которые даны в алфавитном порядке, а внутри уже даются под собственными наименованиями. Подрубрики тоже в алфавитном порядке. Итак, коллеги, мы с вами рассмотрели виды указателей, наиболее часто создаваемые. А теперь мы с вами посмотрим методику составления указателя. Значит, составление вспомогательных указателей начинается после того, когда проставлена полная нумерация, все записи сгруппированы и все пронумеровано. С готового текста полного пособия с проставленной нумерацией создается столько копий, сколько вы будете составлять вспомогательных указателей. Если только именной, то, соответственно, одна копия. Если географический, то еще вторая, и, допустим, указатель предприятий, третья копия. Так, далее мы будем удалять с копий, мы будем удалять все лишние объекты и оставляем только то, что будем выделять в именной указатель. В данном случае это фамилии авторов, фамилии других лиц. Нумерация у нас остается пока с левой стороны, и точно так же номер мы переносим на другую сторону. Авторские работы остаются номера без пояснений. Если лицо в другом качестве, то, соответственно, мы приписываем в круглых скобках, кто этот человек: редактор, там, переводчик, составитель. Далее мы выстраиваем все в единый ряд, формируем единый ряд. Далее этот ряд мы построим в алфавитном порядке. Соответственно, объединяем работы одного автора в единую рубрику, все через запятую. Далее проверяем, чтобы все соответствовало и было указано, если человек выступает в другом качестве, чтобы все было отмечено в круглых скобках перед номером. Так.
Когда построен алфавитный ряд, то, соответственно, мы начинаем уже оформление именного указателя, и вначале мы даем предисловие, в котором объясняем, что включает этот именной указатель, имена кого. Если мы кого-то не включаем, тоже какие имена отмечаем, указываем, как даны отсылки, авторские работы без пояснения. Если лицо в другом качестве, то пояснение перед номером. И номера, относящиеся к фамилиям по признаку персоналии, в круглых скобках. Это тоже отмечаем. Далее мы даем принятые условные сокращения и выстраиваем наш именной указатель. Значит, если он небольшой по объему, то двухколонное расположение. Если более объемный, то можно трехколонное сделать. И последняя операция, это обязательно мы должны провести сверку. Сверку от записи в именном указателе к основным библиографическим записям в пособии, чтобы все совпадало. Так, коллеги, я заканчиваю свое выступление. Спасибо за внимание. Список литературы прилагаю и передаю слово для дальнейшего выступающего заведующей библиографическим отделом Нестеровой Нине Александровне. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я продолжаю тему. Моя тема называется «Особенности создания разных видов библиографических изданий». Вы все, библиотекари, библиографы, активно занимаетесь составительской деятельностью. Много издается, особенно много издается пособий малой формы. Но на Центральной библиотеке возложена функция формирования системы краеведческих библиографических пособий района, которая включает все разновидности, не только малая форма, но особенно базовыми являются, конечно, это указатели о территориях и календари знаменательных дат. Но это не значит, что надо издавать только это. Конечно, у нас по территориям сейчас почти не издается. По территориям я имею в виду района. А издается по отдельным населенным пунктам. Это есть тоже. Очень активно это издается, разрабатывается. Хотя есть там очень много тоже проблем, и, может быть, следует. Вот поэтому мы решили еще раз на этом акцентировать внимание. Так и очень много, наверное, и новых сотрудников, которые тоже бы хотели этим заниматься, потому что эту функцию из библиотек никто не снимал, соответственно, мы в дальнейшем будем заниматься этой деятельностью. И кроме того, еще у нас очень много уже модельных библиотек открылось. У них хорошая техническая оснащенность, как и в центральных библиотеках тоже. И поэтому вот это все позволяет профессионально создавать широкий спектр пособий самых разнообразных видов и жанров в печатных и электронных форматах. Анализируя вот эти подобные издания, мы, конечно, видим, что проблемы существуют. Очень активно, ну не только в последнее время, уже давно занимаются все библиотеки библиографией. Вот на методике составления библиографических справочников и персональных указателей, на существенных различиях между ними мы остановимся в первую очередь. Объектом библиографии, библиографии является местный деятель, выдающийся уроженец. Основным критерием для включения персоны в издание является вклад конкретного деятеля в изучение развития района, ну или местности. Во внимание берутся три основных параметра: содержание деятельности, место рождения, место жительства. По ним определяются основные группы деятелей. Это местные деятели, чья деятельность всю жизнь или какой-то ее период связана с конкретной местностью.
Выдающиеся уроженцы, земляки, не проживающие на территории, в селе, городе, деревне, но занимающиеся ее проблемами. Уроженцы, не занимающиеся проблемами данной местности, но связанные с ней местом рождения. Путешественники, исследователи, ученые, побывавшие в конкретной местности и описавшие ее в своих работах. Обязательными элементами структуры для всех групп биобиблиографических пособий традиционно являются биографические сведения о персонах, труды персоны, литература о персоне. Однако между составлением биобиблиографических справочников и персональных указателей есть существенные различия. О плане проспекте вам рассказывала вчера Светлана Ивановна подробно, поэтому я остановлюсь только на отдельных моментах, которые важны именно для изданий о персонах. Если планируете подготовить биобиблиографический справочник или словарь, то вам сначала необходимо, в зависимости от поставленных задач, выявить и отобрать имена, ограниченные конкретными географическими, хронологическими и содержательными рамками. Когда определены имена, наступает стадия разработки плана проспекта, который представляет собой основной документ, регламентирующий всю вашу дальнейшую работу. На основе плана проспекта по окончании работы над изданием готовится предисловие к пособию. Это вам намного легче будет составить потом это предисловие. Пособие обязательно необходимо при подготовке любого пособия. Необходимо указать хронологические рамки. Вы решили, допустим, взять персоны, которые творили в определенный период, например, труженики в период Великой Отечественной войны. Соответственно, вам необходимо указать, что вы берете литературу с 1941 по настоящее время, на момент окончания работы над пособием. Если персона уроженец местности, но он уже давно проживает за пределами района, республики, будете ли вы включать его? Это все надо решить до написания проспекта и все там зафиксировать. Необходимо определить способ группировки. Обычно персональная рубрика в справочнике располагается в алфавитном порядке. И необходимо уже в проспекте дать перечень рубрик фамилий персон. Но, конечно, в течение работы, в процессе работы фамилии могут меняться. Допустим, вы других решите персон включить, кого-то убрать оттуда. Это все зависит, когда в процессе работы у вас будет накапливаться материал или наоборот ничего вы не будете находить о ком-то. И вот необходимо еще определить состав справочного аппарата. Какой справочный аппарат будет? Если для справочника, может, не столь нужны вспомогательные указатели, хотя они тоже бывают разные, поэтому это все зависит от задач, поставленных перед составителем. Но для персонального указателя они, конечно, обязательно нужны вспомогательные. Это может быть и вспомогательный указатель заглавий, указатель заглавий произведений, может быть именной указатель, но именной это, конечно, в любом случае нужен. Необходимо указать также в проспекте обязательно, будет ли вступительная статья к изданию. Она, конечно, очень необходима и к справочнику, и указателю. И все те решения, которые вы принимаете в процессе работы, надо обязательно отражать в плане проспекта. Это будет ваше методическое решение, которые тоже в процессе работы будут меняться, добавляться, изменяться. После того, как проспект готов, вы начинаете выявлять и отбирать литературу. Любая серьезная библиографическая работа требует привлечения фондов многих или нескольких книгохранилищ. В действительности чаще всего составитель ограничивается только собственными фондами. Начинаем с электронного каталога. Вам доступны электронный каталог Национальной библиотеки, электронный сводный краеведческий каталог, печатные каталоги, картотеки собственной библиотеки, указатели.
А, Конечно, указателей может быть у вас ограниченное количество, хотя все наши указатели, я думаю, есть. Но любой указатель можно сказать через межбиблиотечный абонемент нашей библиотеки. Если персона международного или российского значения, допустим, Петерим, Сорокин, Жаков, необходимо будет обращение к электронным каталогам и коллекциям РГБ, РНБ, президентской, исторической и других библиотек. Но мало найти источник, надо еще и просмотреть девизу. Не следует полагаться на описание, созданное другими. У вас своя задача, я уже вчера говорила на лекции, что для каждой составительской работы стоит своя задача, соответственно, описание будет разное. Ну, конечно, в соответствии с ГОСТом. Если литература отсутствует в фонде вашей библиотеки, то это не значит, что ее не надо включать. Существует, как вы знаете, много полнотекстовых ресурсов, доступных в интернете. Национальная электронная библиотека Республики Коми и другие краеведческие ресурсы, о которых рассказала Елена вчера. Не забываем также о различных сборниках, справочниках, в которых могут быть публикации произведений вашей персоны или информация о них. Если это классик типа Ивана Торопова, Василия Юхнина, Геннадия Юшкова, то о них информация может быть и в российских справочных изданиях, литературной энциклопедии, Большой советской энциклопедии, в российской энциклопедии и других. Включение подобных источников говорит о значимости данной персоны не только для нашего региона, но и для России. Не забывая также просматривать энциклопедию Республики Коми, энциклопедию Сыктывкар и другие издания справочные, возможно, имеющие информацию о персоне. Персональная рубрика для справочника. Что она включает? Фотографию персоны, как вы знаете все, без нее как? Ну, если, конечно, нет фотографии, допустим, не сохранилась фотография, если персона проживала в XIX веке, допустим, у нас в писателях Коми есть такие персоны, которые включены, но вот нет, не сохранились фотографии, не смогли найти. Словарная статья. Она включает даты и место рождения, смерти, происхождения, сведения об учебе, службе, специальность, занимает должности, общая характеристика творчества. И вот эта информация должна приведена в определенном порядке и последовательности. И в каждой словарной статье вот эти сведения должны быть как-то даны таким образом, чтобы, ну вот все эти сведения, если что-то не удалось выяснить, то, конечно, вы опускаете, но все равно вот максимум таких сведений в каждой статье должно быть. Список произведений трудов и список литературы о жизни и творчестве. Персональные рубрики, словарные статьи желательно, ну вот я уже сказала, что по определенной статье, и все эти персональные рубрики располагаются в справочнике в алфавитном порядке. Ну, конечно, может быть и другой порядок, какой-нибудь тематический, но вряд ли у нас такое необходимо. Так, что включаем в справочники? Словари. Я просто тут пишу и словари, и справочники, потому что они практически примерно одинаковые, и ГОСТом не дает никакой дифференциации, поэтому кто как назовет. Мы, писатели Коми, допустим, назвали словарем, хотя там очень большая статья словарная и библиография. В справочниках может быть как покороче вся эта информация, может быть и наоборот в словарях. В общем, по-разному. Так, что включаем в словари, справочники? Отдельные издания, обязательные публикации в сборниках тоже включаем.
Журнальные и газетные материалы включаем выборочно. Электронные ресурсы, аудио, видеозаписи тоже выборочно включаем. А библиографию не включаем. Можно не включать. Конечно, это ваше право. Можете включать переводы, сделанные персоной. Работы, в которых персона является составителем или редактором. Но это не обязательно. Включается оригинальное произведение. Именно персона. И не следует указывать фамилию в произведениях. Видите, вот как здесь повтор, потому что и так понятно, если это персональный указатель, если даже не персональный, а справочник, не надо повторять его фамилию, потому что рубрика уже посвящена ему, это видно, что это его произведение. Это, кстати, отмечают рецензенты и эксперты, которые проводят, оценивают конкурсные работы, допустим, на РБА. Вы все знаете, что существует раз в 2 года проводится конкурс библиографических работ, ну и других изданий РНБ и РБА. И вот они это считают, что это лишнее. Что включаем персональные указатели. Так как персональный указатель посвящен одному лицу, поэтому мы вправе включить туда отдельные издания, публикации в сборниках, журнальные и газетные материалы максимально. Что есть у него, какие публикации в этих изданиях, что есть о нем тоже. Не опубликованные материалы. Может, вам придется обнаружить какие-то материалы, может быть, личных архивов вы получите от персоны, может быть, найдете еще где-то в музеях, там в архивах, на радио, телевидении, может быть, электронные ресурсы, ну и все аудио, переводы, кстати, если в случае справочников можете не включать, то сюда, конечно, тоже необходимо включить переводы, сделанные им. Работы, в которых персона является составителем или редактором, тоже вполне тут уместно. Когда вы планируете... Так, вернемся пока. Когда вы планируете пособие по конкретной персоне, особенно по известным российским мировым персонам, например, Жакову, Сорокину, надо иметь в виду, что кем-то уже может быть создано подобное издание. Повторять не надо или брать какие-то источники оттуда, или только на основе своего фонда, но не следует делать только вот на упор только на этом, на книгах. Ваши издания должны дополнять российский или региональный указатель. Вообще российские указатели не включаются, а в издании НБРК, ну наше издание, включается только выборочные газетные материалы. Российские не включаются. И в особенности из местных изданий тем более. Ваши издания, публикации из местных изданий должны включаться максимально полно. Они представляют особую ценность, мало известно за пределами региона. Особенно это касается о связях известных персон с конкретной местностью, о местной теме в их жизни и деятельности. Примером могут служить многочисленные указатели, изданные в регионах к 200-летнему юбилею Пушкина. Пушкиниана создается всей России. За свою короткую жизнь он побывал во многих местах России, в Поволжье, в Крыму, на Кавказе, на Урале. И многие регионы находились в связи с предками поэта. Соответственно, вот каждый регион считал нужным внести свою лепту в это дело. Ну вот и нам бы так тоже надо, и по Сорокину, и по Жакову, Василию Налимову, математике, философ, Николаю Дьяконову, Вячеславу Малышеву, который являлся народным комиссаром танковой промышленности, уроженец Усть-Сосольска, Василию Ильичу Лыткину, Журавскому, исследователю Печорского края.
этот список можно продолжать и дальше. Но если запланирован вами указатель по персоне разрабатывается впервые, допустим, о Викторе Непалковой Скулом сделал, то тематический охват материала для персонального указателя вытекает из основной задачи издания – учесть все опубликованные и неопубликованные труды и литературу о нем, без каких-либо территориальных, тематических, языковых ограничений. Хронологический охват материала определяется годом первой публикации. Это, кстати, необходимо найти первую публикацию. Выясняется, каким образом вы просто вычитываете публикация о нем, и где-то все равно может пройти такая информация о первой публикации его. Ну и хронологический охват должен включать год подготовки библиографического указателя, начиная от первой публикации, значит, и года издания вашего пособия. Поэтому при подготовке персонального указателя обязательным становится использование максимального круга источников. Необходимо представить полный перечень всех опубликованных текстов писателя, что особенно важно, когда еще нет полного собрания сочинений. Надо знать все псевдонимы писателя и выявить произведения, ими подписанные. Надо разыскать публикации записей устных выступлений, произведения, написанные в соавторстве. Широко привлекаются материалы архива, в том числе личных и музеев. Интерес для исследователей, конечно, представляют все прижизненные публикации персоны. Если персоны уже нет, вот это важно для исследователя, что было при жизни опубликовано. Материалы о персоне можно выявить и по электронным каталогам крупнейших библиотек. Можно обратиться за информацией в регионы, с которыми у персоны возникали биографические или творческие связи. Допустим, Михаил Истомин, литератор, краевед, родился в Ижме, служил в Архангельской губернии, изучал ижемское наречие, быт и нравы ижемцев. Ограниченность объекта библиографирования одной персоны делает реальным включение всех видов документов, печатных, неопубликованных, электронных. Газетные материалы, как я уже сказала, включаются максимально полно, в особенности из местных изданий. И в персональных пособиях часто помещаются не краткие справки, а вступительные статьи, написанные видными учеными, краеведами, литераторами, автобиографии, воспоминания. Их дополняет хроника жизни персоны. Способ группировки работ персоны, материала о нем зависит от его количества и состава. В персональных пособиях работы деятелей группируются по видам изданий, жанра публикаций, по тематическому принципу. Группировка по тематическому принципу удобна в том случае, когда в творчестве или деятельности персоны сложилось несколько легко различимых тематических направлений. Он является, допустим, языковедом, поэтом, педагогом, писателем и общественным деятелем. Ну, конечно, тематический принцип у нас как-то это не сильно практикуется, поэтому, наверное, все-таки по произведениям, по видам изданий. Внутри каждого раздела литература дается в прямой хронологии публикации. Это значит более старые, сначала давно изданные, а потом уже посвежее, которые в тех случаях, когда число публикаций персоны не слишком велико, они могут выстраиваться в единой хронологии, не разделяя их уже по отдельным видам изданий. Рецензии. Ну, кстати, вот это, если это способ группировки изданий автора, персоны, вот вы видите, что тут и стяжки, и если к изданиям Бутырева можно и поэтические произведения, и прозу отнести, и публицистику, и внутри еще поэтических произведений есть отдельные издания. Вот это все должно быть по оглавлению, это должно быть видно.
Литература о жизни и творчестве точно так же. Но у каждой персоны будет своя, соответственно, свое содержание, оглавление, в зависимости от того, чем занимался человек, личность. По-разному представляются в указателях рецензии на работу персоны. Они могут размещаться непосредственно за рецензируемым произведением. Рецензии следует располагать под основным описанием. Если их несколько, то через точку с запятой. Они должны приводиться меньшим по размеру кеглем, курсивом. Сформированная таким образом библиографическая запись отражает внимание специалистов, литературоведов, критиков к данному произведению, его изученности. Например, вот в данном случае произведение Рочева «Минуре» и ниже рецензия, две рецензии, которые были опубликованы, вот источники тут указаны. Возможно выделение рецензий в самостоятельный раздел, если их много. Допустим, вполне можно выделить отдельным разделом, дать литература об отдельных произведениях и сборниках. И название произведения выносится вперед жирным шрифтом, а далее уже располагаются рецензии, которые были подготовлены к конкретному произведению и перечислены в соответствии там с хронологией, с прямой хронологией. Целесообразно также в разделе о персоне давать описание персональных сайтов. Сейчас есть персональные сайты у многих, и страниц сайтов тоже можно дать, организации, в которых, допустим, человек работал. И есть информация о нем там. Ну и в самом конце раздела о нем даются воспоминания и другие документальные материалы, а также библиографические указатели, если уже были сделаны, может быть, какие-то списки литературы, которые были опубликованы в журналах, в газетах. Это тоже такое возможно. Может быть, полного еще. Вот вы готовите, допустим, персональный указатель, а списки все равно они были, и вполне можно в библиографии указать. Справочный аппарат. Тут вы тоже определяетесь сами уже в самом начале, но может быть и не в самом начале при подготовке проспекта, может быть, мысли в процессе работы придут какие-то, найдете какие-то документы, которые вы посчитаете нужным включить. Но предисловие в любом пособии должно быть. Оно составляется составителем, освещается кратко жизнь данного деятеля, характеризуется охват литературы, принципы отбора, методы группировки, а также вспомогательные указатели, если они у вас есть. И методическое решение тоже, допустим, у вас приняты какие-то методические решения, отличающиеся от ГОСТа, допустим, и они даются не для читателя, даже не для пользователя, а больше даже для библиотекаря, который может прокомментировать, может научить, как работать с этими изданиями, потому что не каждый еще читатель может разобраться, почему это именно так. Биографический очерк с характеристикой творчества обычно готовит специалист в данной области. Особенно для персонального указателя она должна быть вступительная статья, биография большая, более такая объемная. И я думаю, специалиста можно найти. Обратите внимание на автора публикаций, которые вошли у вас в библиографию. Можно обратиться к местным краеведам, можно обратиться к преподавателям школы, учебного заведения, которое есть в вашем населенном пункте. И во вступительной статье основное внимание уделяется характеристике важнейших произведений и направлением его профессиональной, педагогической, государственной или общественной деятельности.
Основные даты жизни в персональном указателе тоже необходимо дать, потому что если человеку только надо выяснить год издания там чего, какого-то произведения, он же не будет искать во вступительной статье. Ну, конечно, можно по вспомогательному указателю тоже, но в основных датах жизни и деятельности это очень кратко, и здесь очень можно быстро найти, поэтому для персональных указателей предлагается основные даты жизни и деятельности сделать вот таким образом. Если под одним годом несколько моментов, которые необходимо отразить, вот, допустим, вот 73-77, ну, это один год редактор журнала, являлся редактором журнала, а в 74-м издан такой-то журнал, и в этом же году он получил вторую премию под одним годом. Год второй раз повторять не надо, просто надо их отделить немножко интервалом и дать эту информацию. Что касается именного указателя, об этом тоже Светлана Ивановна все рассказала, но вот как вы видите, вот таким образом это должно быть дано, потому что это видно будет, кто о нем писал, кто участвовал в создании каких-то ресурсов, каких-то изданий персональных, они все имели какое-то отношение к нему, поэтому именной указатель нужен. Какие ошибки могут быть в указателе? Допустим, неравномерно раскрываются инициалы. Балацкая, Надежда Балацкая, вы все, наверное, ее знаете уже. Она с Российской национальной библиотеки. Она все время говорила на своих лекциях, что обязательно нужно два инициала указывать, потому что не всегда понятно, допустим, ладно, тут разные фамилии, которые не часто, может быть, это встречаются, не такие распространенные. Но если у нас очень много Поповых, Попов С, может быть, это разные люди, поэтому всегда надо обязательно указывать второй инициал. Конечно, можно и раскрывать. Если вы раскрываете полностью, значит, все фамилии и инициалы нужно, не фамилия, а инициалы уже, все надо раскрывать. Если что-то раскрываете, а что-то не раскрываете, это будет уже ошибкой. Ну, конечно, что-то можно и не выяснить. Вот мы над писателями коми работаем, и тоже пытаемся тоже выяснить, особенно в 50-х годах, в 40-х годах, очень трудно уже определить, кто есть кто, поэтому мы оставляем фамилию с одним инициалом, но это в редких случаях. Стараемся все-таки второй инициал выяснить. Но если вы в именном указателе, вот здесь указано, кто есть, профессия, но мы, как правило, не указываем. Мы указываем, кем является человек, указанный в источнике. Допустим, это то ли составитель, ну, функция при создании ресурса, издания. То ли это составитель, то ли это фотограф, то ли это редактор. Но можно его таким образом, если это в зависимости от того, какое у вас издание будет. Поэтому вот это имейте в виду тоже. Номера записи в указатель следует приводить по возрастающей. Будет ошибкой, вот если вы дадите вот сначала большую цифру, большее число, а далее будут уже это другие. В общем, посмотрите, вот так не должно быть. Правильно должно быть в порядке возрастания. Несмотря на то, там или его произведение, или это о нем, но все равно они будут вот в таком порядке идти. В пределах персоналии номера записи следует давать через тире, если они идут подряд. Вот таким образом тоже нельзя давать 64-65. Они друг за другом идут, и все они заключены в круглые скобки. Необходимо вот таким образом. Это значит, круглые скобки взяты источники, номера на источники, в которых говорится о нем. А 67 номер это уже
его, видимо, авторское произведение. Указатель заглавия произведений тоже он нужен бы для наших, потому что наши пишут на коми языке, на русском языке, публикуются на других финно-угорских языках. Бывает, что пользователь ищет, именно читатель ищет какое-то произведение, чтобы можно было сразу определить, где это опубликовано, то вот указатель заглавия будет очень даже это. Ну и приложения, которые могут быть, это и автобиографии, воспоминания о персоне, фотографии, дополнения. Ну, я вам сразу скажу, в предисловии об этом должно быть сказано. А то если ничего в предисловии не сказано, почему какие-то фотографии, что-то у вас там это приложили, что-то дополнили чем-то указатель, и ничего не сказано об этом в предисловии, то это как-то тоже не очень правильно. Ну и список просмотренных источников, это мы тоже уже говорили, в процессе работы, в процессе поиска литературы вы смотрите какие-то источники, вы делаете для себя это, эти пометки, собираете эту информацию, чтобы можно было потом отразить. Когда читатель смотрит, работает с этим указателем, он видит, какие отработанные источники, и он может уже, допустим, он что-то там считает, что не все отражено, он видит, какие источники просмотрены, и, соответственно, он может уже эту информацию, эти источники не смотреть. Он будет полагаться на нас. Но редактирование это обязательно. Про это тоже говорила Светлана Ивановна. Я еще раз напомню, это к любому изданию так относится. Но я не буду долго говорить, просто вот очень надо внимательно отнестись к редактированию. Не надо допускать такие вещи. Допустим, в одном источнике вы перевод указываете, в другом нету. Или наоборот, где-то раскрываете полностью, где-то сокращаете. Такого не должно быть. Или не указаны годы, номер издания. Это уже просто небрежность. Это не то, что не незнание, это знает, но вот. А теперь вот перейдем кратко к персональной памятке. Я уже много говорю, да? Время. 1:43. Еще есть время. Еще есть время, поэтому перейдем к персональной памятке. Это тоже из той же серии биобиблиографических изданий, но они, как правило, такие простые. Можно отнести к малым формам. Как правило, персональные памятки делают у нас в филиалах, в библиотеках муниципальных, в которых 1-2 человека работают. Конечно, им может быть не осилить указатель, хотя если совместно с центральной библиотекой, все это возможно. Персональная памятка тоже из того же состоит, из тех же практически элементов. Предисловие обязательно должно, фотография должна быть. Краткая биографическая справка, обзор важнейших произведений с их краткой характеристикой, список основных изданий и публикаций, краткий список литературы о жизни и творчестве и тексты произведений. Вполне можно приложить, но небольшие. Понятно, что там больше, наверное, поэтические. Вы же не сможете там роман поместить. Можно какие-то для иллюстрации фрагменты произведений. Еще хочу по персональной сказать. Так. Цель памятки – познакомить с основными произведениями определенного лица, помочь в изучении творчества и жизни. Для памятки отбирают наиболее ценные работы деятеля. Это уже далеко не все, конечно, наиболее ценные. Затем выявляет издание его произведений, имеющиеся в библиотеке, доступные в интернете тоже. Литература о жизни и творчестве. Конечно, только то, что есть, как правило, в фонде библиотеки. Но если в интернете доступна тоже эта информация, то вполне тоже можно включить. Ну и могут включаться главы из книг, вступительные статьи из книг,
очерки, другие материалы опубликованы в сборниках и журналах. Если в библиотеке представлено одно и то же произведение в разных изданиях, то выбирают наиболее ценные. Не стоит все перечислять ваши персональные памятки. Внутри раздела, посвященного жизни и творчеству, литература, как правило, располагается по принципу от общего к частному. И составляется справочная аннотация. Ну, очень краткая, которая это может быть, можно, наверное, и рекомендательные пользовать аннотации. Затем подготавливается справка о жизни и творчестве, которая приводит необходимые фактографические сведения, краткую информацию об истории создания произведения, дается краткий обзор важнейших произведений. Разделы памятки я тут представила. По объему персональной памятки небольшие, так как они рассчитаны на читателей для предварительного ознакомления с личностью. Очень сейчас издаются активно дайджесты. Дайджест – это фрагменты текста во многих документах, цитаты, выдержки, подобранные по определенной теме, не обеспеченные обобщающими публикациями, но по которой отмечается активный спрос на информацию. Для дайджестов характерна, как вы тут видите, узость тематики, различие аспектов рассмотрения проблемы, различия в терминологии и отсутствие, самое главное, обобщающих материалов. Может быть, материалы есть по теме, но они все раскиданы, разбросаны в разных источниках. А читателю нужно сейчас и быстро. Они имеют определенный читательский адрес, освещают только одну актуальную проблему, в которой отсутствуют обобщающие материалы и которая мало обеспечена литературой. Из источника информации, как правило, это газеты, могут быть журналы, монографии, интернет-публикации. Извлекается наиболее полезная информация. Объем текста, первичного источника уменьшается в результате выборки до цитаты и фрагмента. И главные мысли, наиболее важные, сообщаемые им факты и цифры, не подвергаясь изменениям и оценкам со стороны составителя, извлекаются из текста. Причиной появления дайджестов явилась необходимость соединения в одном издании нескольких аспектов актуальной темы. Информационный, что опубликовано по интересующему вопросу. Фактически, в чем суть этой проблемы? И библиографический. Вторичная информация – обязательный элемент опубликованного в сокращении первичного текста. Сообщать сведения об источнике публикации, полное заглавие статьи или главы из книги, фамилия, инициалы автора или авторов, место, дату публикации, страницы. Дайджест должен быть написан языком, содержащим только самый необходимый минимум специальных терминов и понятий, которые разъясняются тут же по мере изложения. Единицей группировки при составлении дайджеста являются фрагменты текстов, иногда очень небольшие. Чтобы не нарушать авторское право, необходимо руководствоваться статьей Гражданского кодекса «Свободное использование произведений в информационных, научных, учебных и культурных целях», где сказано, что допускается без согласия автора цитирование в оригинале и в переводе в научных, информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных журнальных статей в форме обзора печати. Или второе, мы еще используем эти иллюстрации, фотографии из интернета и не только. И вот этот второй пункт из этой статьи. Использование правомерно обнародованных произведений, отрывков из них в качестве иллюстрации в изданиях в объеме, оправданном поставленной целью. И везде вот это слово «оправданно поставленной целью». Объемы в законе нигде не указаны, поэтому составитель сам решает и берет на себя ответственность, какая часть публикации будет оправдана для конкретного издания.
Ну, издание у нас не должно быть коммерческой выгоды, оно, как правило, не имеет. Автор текста, иллюстрации должны быть указаны в любом случае. Мы все используем фото из интернета, где может быть указано фото из открытого источника с указанием адреса. Соответственно, вы это тоже указываете. И каждый фрагмент извлеченного текста должен сопровождаться ссылкой на описание документа в целом. Значит, описание должно быть этой статьи или что вы там включать. Структура дайджеста представляет, из чего состоит титульный лист, соответственно, какое-то издание будет свое, отдельное издание, поэтому титульный лист нужен, оглавление, предисловие обязательно. Почему именно? Ну, цели ваши, что включает, это вы уже знаете. Основной текст обычно разделен на рубрики. Список литератур, вспомогательный указатель. Вспомогательный указатель, конечно, мне кажется, нужен, который, ну, может быть, это, если немного, может быть, даже и не нужен, но это вы тоже решаете в каждом конкретном случае. Список литературы, что включаете? Вы включаете все то, что фрагменты, из которых были включены у вас в основной текст. А список литературы должен быть еще приложен к этому тексту. Ну и в приложении это вы тоже решаете, что включать в ваше издание, если это необходимо. Есть, издаются еще в Центральной библиотеке бюллетени «Новая литература». Бюллетень по ГОСТу 7060 2020 года, издание «Основные виды» – это периодическое издание или продолжающееся издание, выходящее оперативно, содержащее краткие официальные материалы по вопросам, входящим в круг ведения выпускающей его организации. Очень, может быть, это такое длинное, но мы все-таки издаем, поэтому должны знать, что это такое. Это и у нас тоже это периодические бюллетени. Они, как правило, имеют постоянную рубрикацию. Национальный стандарт, который вот я называла, 7060, не допускает применения термина «информационный бюллетень». Однако почему-то в деловой практике, у нас тоже в библиотеках, это словосочетание очень широко применяется. Бюллетень новых поступлений – это вид текущего библиографического пособия, регулярно информирующих читателей о новых документах, поступивших в библиотеку. Одна из форм массового библиографического информирования. Хотя вроде как и все новинки у нас отражены в электронном каталоге, но почему-то мы, может быть, допускаем, что они не всегда могут найти эту информацию, новинки. И, соответственно, для них вроде как это в помощь читателям, пользователям. Пускаем списки литературы или бюллетеней. До 2020 года практически каждая, мы смотрели отчеты ваши, и до 2020 года вот практически каждая центральная библиотека издавала бюллетень или список новых поступлений. Но это, я не говорю, что это плохо, может быть, это очень хорошо, даже и надо. Некоторые библиотеки поставляют шифр книги, индекс классификационной схемы. Но это, мне кажется, не некоторые, а все должны это, в общем-то, шифр и индекс, что это гораздо легче потом найти, не надо уже обращаться к каталогу, можно сразу по нему определить и количество, и есть ли книга, и шифры, и где найти, и одно из важнейших требований, предъявляемых к бюллетеням, это оперативных изданий сведений к минимуму информационного интервала, времени от поступления в библиотеку, от поступления литературы в библиотеку до отражения в очередном номере бюллетеня. Оптимальный вариант, конечно, это ежемесячное издание бюллетеней с информационным интервалом, не превышающим 1,5 месяца. Ну, мне кажется, это только самый идеальный вариант. Но надо стремиться к этому.
В связи с недостаточным финансированием библиотека получает ограниченное количество документов, как вы это все знаете, поэтому в универсальные бюллетени необходимо включать сведения о всех видах литературы, о художественной, учебной, научно-популярной. Описание может быть кратким, то есть достаточно привести краткое библиографическое описание, о чем я говорила вчера. Ну, конечно, вы можете это описание взять из каталога. Понятно, что так и делается, наверное, но можно там минимум информации оставить, чтобы только можно было идентифицировать документы. Продолжающаяся нумерация облегчает использование справочно-поискового аппарата. Я очень надеюсь, что у вас вспомогательный аппарат в конце года все-таки разрабатывается ко всем изданиям, ко всем выпускам бюллетеня. И тем самым повышаем эффективность их использования. Бюллетень обязательно должен снабжаться кратким предисловием, в котором разъясняется цель издания, ну и как издается, когда издается, регулярно или периодичность вы должны указать в предисловии. Некоторые библиотеки издают вместо универсального по содержанию бюллетеня тематические списки новых поступлений как средство информирования групповых коллективных абонентов. Такого рода бюллетени, конечно, включают не все, а только то, что по своему содержанию отвечает научным или производственным интересам основной группы специалистов учреждения, которых вы информируете. И тематика эта должна быть согласована с библиотекой, согласована библиотекой с тем учреждением, специалистами, которых вы информируете. Заранее должно быть решено, какие типы произведений и печати представляют для потребителей интерес. Надо ли отказываться от научно-популярной или тоже включать учебники, надо ли включать статьи из журналов и каких именно журналов, потому что вы тоже получаете ограниченный круг этих журналов. Принцип отбора должен быть понятным читателю, поэтому каждый выпуск следует снабдить, вот я уже сказала, каждый выпуск следует снабдить кратким предисловием. Но если, конечно, там ничего не меняется, может быть и достаточно только указать в первом выпуске. Если широта тематики позволяет группировать произведения под отдельными рубриками, каждый из разделов будет включать небольшое число произведений, расположенных в алфавитной последовательности. Если же узость тематики не дает возможности так расположить отобранный материал, то порядок расположения может быть от работы общего характера, публикациям по более частным вопросам. Неплохо было бы включать в бюллетень сведения о книгах, получаемых не только ЦБС, но и другими библиотеками, находящимися на территории района. Это может быть учебная библиотека, но не обязательно все, а какие-то редкие издания, которые к ним попали, а у вас, допустим, нет этого издания. И вполне можно было бы тоже включить. У меня на этом все. Сейчас еще вот здесь список литературы представлен по изданиям. Как вы знаете, я думаю, что вы знаете, таких изданий нет по составлению пособий. Поэтому то, что тут представлено, и старое есть издание, но выжимки оттуда можно взять что-то, можно какую-то информацию, какие-то рекомендации по составительской деятельности отсюда все-таки взять. Ну, некоторые там повторяются, но я думаю, что это вполне можно. Так, спасибо за внимание, на этом я заканчиваю, но вы не уходите, у нас еще календарь знаменательных памятных дат есть. Этим тоже занимается половина нашей библиотеки, если даже не больше. Поэтому я сейчас хочу передать слово Вере Николаевне Казариновой, главному библиотекарю отдела краеведческой и национальной литературы нашей библиотеки. Она давно этим занимается, создает календарь знаменательных памятных дат Республики Коми, очень большой опыт, и, соответственно, она может рассказать больше и осветить этот вопрос со всех сторон. Добрый день, уважаемые коллеги!
Я остановлюсь на теме методика составления календарей знаменательных и памятных дат. Начнем с определения, что календарь знаменательных и памятных дат – это рекомендательное библиографическое пособие, содержащее перечень дат на определенный период времени, посвященный значимым событиям в истории, общественно-политической, экономической, научной и культурной жизни края, выдающимся личностям, внесшим вклад в развитие региона. Календарь адресован специалистам в области науки, образования, культуры, оказывает неоценимую помощь в работе краеведов, студентов, учащихся и всех интересующихся историей и современной жизнью региона. Календари служат также удобным напоминанием текущей даты, дня недели, праздничного события. На рынке календари представлены в огромном ассортименте. Чтобы познакомиться с разновидностями календарей и посмотреть их основные форматы, можно пройти по ссылке, которую вы видите на экране. Интересно здесь посмотреть, поэтому это уже сами самостоятельно посмотрите. Вот такие календари, которые можно вам взять для своего формата. Национальная библиотека готовит календари по типу вечные календари, в которых факты и события выстроены в годовом круговороте от января к декабрю, независимо от года. Они позволяют выбирать даты и события помесячно, и его охотно используют работники средств массовой информации, учителя, библиотекари. Вот на экране вы видите первый опыт создания календарей нашей библиотеки. Это было 60-е, 70-е годы. Тогда в Коми-книжном издательстве было издано типографским способом 4 выпуска календарей памятных дат Коми АССР с 66 по 70-е годы. Были они небольшого формата, в твердом переплете. Редакционная коллегия состояла из 6 человек, а сотрудник отдела краеведения составлял библиографию. Ну вот с 70 по 85 год, получается, в течение 15 лет у нас был большой перерыв, скажем так, и выпускать календарь вновь Национальная библиотека возобновила только в 1985 году. И они выходили под названиями «Основные знаменательные краеведческие даты», «Основные памятные даты Коми АССР», «Календарь знаменательных и памятных дат Коми АССР». И, наконец, вот они сейчас выходят под названием «Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми». Соединение в одном издании фактографической и библиографической информации, разносторонность содержания, регулярность выхода в свет, многообразие и новизна материалов делают их ценными источниками краеведческих сведений, имеют широкие возможности популяризации краеведческой литературы. Давайте посмотрим этапы подготовки календаря. Первое – это выявление юбилейных дат для общего перечня календаря на определенный промежуток времени. Далее идем. Второй этап – формирование фактографической базы данных в карточном или в электронном виде. Отбор основных юбилейных дат для календаря. Следующие этапы – это установление достоверности представленных дат, отбор библиографии к датам, подготовка справочного аппарата к календарю, подготовка предисловия, подготовка приложений и, наконец, оформление издания. При отборе дат основными источниками являются картотека знаменательных дат, печатные источники и интернет-ресурсы.
Картотека знаменательных дат ведется в нашем отделе уже очень давно, и там она содержит более 5000 записей, ну и регулярно она, конечно, пополняется. Вот. А печатные источники обязательно бы смотреть, чтобы выявлять даты. Это энциклопедии, словари, справочные издания, хроники событий, сборники документов, путеводители по фондам архивов и музеев и различных учреждений и организаций, научные и учебные издания о крае, сборники биографических очерков. Ну и в дополнение к данному изданию также рекомендуем использовать библиографический указатель «Литература о Республике Коми» и календари за прошлые годы. Юбилейными датами принято считать, которые мы берем в календарь, это 10, 25, 50, 60, 75, 100, 110 лет и так далее. В календаре они обычно отмечаются звездочкой, подбирается литература и составляется на эту дату небольшая справка. И через каждые 5 лет мы включаем в календарь даты основания библиотек и писателей республики. По совету специалистов юбилейными датами принято считать... Так, это мы сказали. Вот я хочу напомнить, что в 1996 году было распоряжение главы Республики Коми от 8 февраля 1996 года за номером 125-Р, что в связи с проведением в республике многочисленных необоснованных юбилейных мероприятий считать юбилейными датами коллективов организаций 25, 50, 75, 100-летие и далее через каждые 25 лет со дня существования организации. И юбилейными датами отдельных лиц считать 50 лет, 60, 70 и далее каждые 5 лет со дня рождения. Ну и официально установленные даты, конечно, включаем в календарь мы ежегодно. Это Международный день родного языка, День Коми письменности, Международный день коренных народов мира, День Республики Коми, Дни родственных финно-угорских народов и День памяти жертв политических репрессий. Значит, и еще, подходя к подбору дат, выбираем такие основные критерии. Это значимость для истории, достоверность и полнота информации о событии, актуальность, отбор дат из различных отраслей знаний и систематичность в отборе дат. Информация о дате состоит из следующих элементов. Это календарная дата дается по новому стилю. Старый стиль мы указываем в скобках. И при переводе даты на новый стиль можно также воспользоваться конвертером дат онлайн. Для этого можно воспользоваться ссылкой, которую вы видите на экране. Вот он так выглядит, конвертер дат Григорианского и Юлианского календарей онлайн. Информация о дате состоит также из элементов. Это краткое содержание события, ссылка на литературные архивные источники, неопубликованные документы учреждений и организаций, из которых выявлена дата. И в ссылках приводятся новые статьи из периодических изданий, не более 10-летней давности. Установление достоверности представленных дат – это просмотр документальных и литературных источников девизу, сопоставление фактов, подтверждение достоверности дат. Информация, посвященная ныне действующим организациям, персонам, уточняется при непосредственном обращении к ним. Итак, пройдя все этапы подготовки календаря, посмотрим, что собой представляет само издание. Обязательно, конечно, должна быть обложка, титульный лист, предисловие
и основной текст, который включает основной текст. Это перечень основных дат с января по декабрь, даты месяца с неустановленным числом в конце конкретного месяца указываем, и даты года с неустановленным числом и месяцем в конце перечня дат с января по декабрь. Такая примерно. И насчет приложения. Приложение это у нас является, конечно, факультативным элементом, поэтому мы его включаем по желанию. Мы вот, например, с 2011 года стали практиковать этот раздел и включаем туда даты, не являющиеся знаменательными, но представляющие интерес для научного и культурного сообщества. Естественно, этим календарь более стал популярным. И юбилеи книг стали включать. Справочный аппарат календаря. Вспомогательные указатели даются в конце издания для удобства пользователей. Это указатель персоналей, включаем фамилии, чьи даты мы взяли в календарь, и географический указатель, а также список периодических изданий, материалы из которых вошли в календарь, и, естественно, содержание календаря. Но если смотреть на отбор библиографии к датам, то библиографический список не должен быть сильно большим. 5-10 названий, 10 даже, наверное, много, за последние годы. Но если мало публикаций, используем интернет-ресурс. Библиографическое описание мы даем по новому ГОСТу. И материал в списках располагаем в обратной хронологии от нового издания к более ранним публикациям. Сначала отдельные издания, затем статьи. И хочу обратить ваше внимание на то, что на сайте нашей национальной библиотеки в мае вы уже можете найти перечень знаменательных и памятных дат Республики Коми на предстоящий год. Это для удобства составления планов мы решили так делать. Там, значит, к дате включается только пока один источник, а более полный календарь мы уже вывешиваем в октябре-ноябре. В этом году, конечно, у нас все будет с опозданием. Добавлю также, что с 2005 года в календарь мы стали включать фотографии. И буквально за последние 2 года, по рекомендации Надежды Михайловны Балацкой, под каждой датой стали указывать источники их выявления, а также основные труды персоналей, которые мы берем в календарь. Надежда Михайловна также отмечает, что, размещая календарь на сайте, нужно сделать к источникам активные ссылки. Ну и в заключение выступления хотела порекомендовать посмотреть опыт работы Карелии и Омского прииртышья. Ростов-на-Дону хорошо календари делает. Так, далее. Вот, если посмотреть, провести небольшой анализ издательской деятельности по нашим муниципальным библиотекам. Одними из первых календарь начали выпускать Воркута и Печора, затем подхватили эстафету библиотечной системы Инты, Прилузья, Ухты, Сыктывдина, Сосногорска, Троицко-Печорска, Ижмы, Усть-Цильмы, Усть-Кулома, Кайгородка, Удары. И хотелось бы, чтобы этот круг продолжал расширяться, потому что, когда вы издаете эти календари, мы узнаем больше дат отдаленных уголков нашей республики, людей, которых мы еще не знаем, и материала у нас очень много о некоторых персоналиях, поэтому вы нам в этом тоже помогаете. Далее смотрите, использованная литература. Есть, конечно, тоже старые источники, но они не помешают нам в нашей работе. И электронные ресурсы посмотрите. И на этом, наверное, я завершаю свое выступление.
И если возникли какие-то вопросы, вы можете обращаться по контактам, которые видите на экране. Спасибо за внимание. Ну, мы завершили нашу работу. Спасибо вам всем. Но все-таки хотелось бы, чтобы вы какое-то практическое задание сделали, поэтому я сейчас вам дам задание. Но это вас ни к чему не обязывает. Вы просто проверите свои знания, что вы усвоили, что вы взяли с наших занятий. Поэтому вот я сейчас выведу задание на экран. Мы это вам не посылали. Но я думаю, что можно сфотографировать, я думаю, да? Разослать? Я просто не знаю, кому рассылать. Я не знаю просто, кто смотрел, кто подключился, поэтому вот можно сфотографировать это. Если надо будет, я отправлю. Но обратитесь ко мне вот по этому адресу, и я вам отправлю практическое задание. Это надо сделать до 15 ноября. Я вам всем рецензии напишу на ваши работы. Если там какие-то проблемы, я покажу, напишу. Поэтому я считаю, что это надо, и вам будет хорошо, и мы увидим, что какие проблемы существуют, и на что следует обратить внимание на следующих наших семинарах. Я думаю, на будущий год мы семинар проведем уже не в онлайне, а все-таки это живем, вы приедете, и там гораздо... Тема уже там, кстати, указана на будущий год. Конечно, все может измениться еще. В связи с этой ситуацией еще, может быть, и тоже не будет. Но я вас прошу все-таки это сделать. И кроме того, еще информационное письмо, которое вам отправляли о семинаре, там же была приложена анкета. Вы эти анкеты после учебы всегда выполняете, заполняете. И очень хотелось бы, чтобы вы заполнили эту анкету и прислали мне или Марине Николаевне Пахолковой, вот по тому адресу, который она присылала информационное письмо.